Мы пишем о новостях, которые происходят в стране каждый день. Общественно-политическая жизнь, то, что волнует нарушение прав человека. Вот у нас большая тема – это принудительный труд во время уборки хлопка. С советских времен это есть практика, имеется. И никак они не решат эту проблему, несмотря на то, что из года в год мы говорим о том, что нельзя бюджетников заставлять собирать хлопок или сдавать деньги на наемников. Потому что это противоречит, во-первых, как местному законодательству, так и международным конвенциям, которые подписал Туркменистан. За последние лишь несколько месяцев было как минимум два громких случая. Это кейс Алламурата Худайрамова, молодой парень, который на своих ногах пришел в полицию, а через 3 дня его родственникам вернули тело, всего избитого, всего в синяках, ссадинах, порезах и так далее. То есть, человека явно пытали, но когда семья пыталась добиться справедливости, им прокуратура отвечает, что он сам себе нанес эти увечья. Занимаемся расследовательской журналистикой где-то уже года 3 вместе с коллегами из Гундагара и OCCRP. И в настоящий момент выпустили 4 крупных расследования о коррупции, о непотизме в высших эшелонах власти, в первой семье, first family, как говорится. И сейчас работаем над очень большой темой. Думаю, через пару недель уже первая часть выйдет. Будет очень-очень серьезный материал. Я вырос в такой семье, где вопросы свобод, прав человека, это было не на последнем месте. У меня родители оба журналисты, оба работали в центральной газете «Нейтральный Туркменистан». Моя семья были очень близки к тому, что родители могли бы оказаться в тюрьме за все те вещи, которые они делали. Да? Ведь параллельно с работой на официальную прессу они еще и писали в независимые издания. И были уже и намеки, прям откровенные, физические намеки на то, что, ребята, перестаньте, не нужно этого делать. И в итоге это и стало последней каплей, что родители уехали. Я за границей уже находился в это время, да, а возвращаться мне в Туркменистан, когда родители уже оттуда уехали и уехали насовсем, смысла особого не было. Политика нынешних властей, она очень-очень печальная как для страны в целом, так и для народа. Потому что на дворе стоит уже практически середина 2024 года. Везде по всему миру используются, технологии искусственного интеллекта. Мир развивается, не стоит на месте, какие-то новые открытия, свершения и так далее, а мы, такое ощущение, что застряли где-то в 80-х годах прошлого столетия. И мы буквально сейчас с коллегами публикуем статью, что народ дошел до того, что покупает на базаре просроченные продукты питания только потому, что это дешевле в 2-3 раза. Единственное, я рад чему пока, это то, что Сердар, по крайней мере, не позволяет, не делает те выкрутасы, которые делал его отец с катанием на велосипеде и стрельбой, с игрой в баскетбол во время езды на велосипеде, да. Конечно, возможно, это еще придет в будущем, в ближайшем, да, но пока этого нету, и хочется, чтобы этого не было. Я не знаю, будет ли прогресс в Туркменистане в ближайшие годы. По крайней мере,
пока жив Гурбангулы Бердымухамедов, мне кажется, никаких позитивных движений у страны и у населения не будет, к сожалению.